Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Туэр Пирзода. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял руководителя делегации Международного валютного фонда госпожу Падамжу Хандевал. На встрече были обсуждены ситуация и перспективы двустороннего финансового сотрудничества по будущей программе между правительством Республики Таджикистан и фондом в рамках широкого механизма кредитования. Сегодня положительно оценили сотрудничество Таджикистана и Международного валютного фонда. Также и то, что в результате осуществления реформ и взаимовыгодного сотрудничества с партнерами по развитию, в том числе Международным валютным фондом, в последние годы улучшилась атмосфера предпринимательства и инвестирования в Таджикистане. А для привлечения зарубежных инвестиций появились все необходимые предпосылки. Было подчеркнуто, что усилия правительства страны в рамках долгосрочного стратегического развития во имя достижения 4 стратегических целей, а именно энергетической независимости, вывода страны из коммуникационного тупика, продовольственной безопасности и устойчивой индустриализации страны способствует решению социально-экономических проблем и организации новых рабочих мест. Также было подчеркнуто, что правительство Таджикистана будет прилагать серьезные усилия для укрепления сотрудничества с партнерами по развитию в рамках стратегических приоритетов развития страны ради снижения отрицательного влияния внешних факторов на национальную экономику путем поддержки государственного бюджета, социальных сфер, энергетической и транспортной инфраструктуры. На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющий взаимный интерес. К другим темам. О созыве 18-й сессии Маджлиси Милли Маджлиси Ули Республики Таджикистан 5-го созыва. В соответствии со статьей 24 Конституционного закона Республики Таджикистан о Маджлиси Ули Республики Таджикистан постановляю созвать 18-ю сессию Маджлиси Милли Маджлиси Ули Республики Таджикистан 5-го созыва 29 марта 2019 года в 9 часов утра в городе Душанбе. Председатель Маджлиси Милли и Маджлиси Ули Республики Таджикистан Махмад Саид Убайдлоев, город Душанбе, 12 марта 2019 года. Также Совет Маджлиси Милли и Маджлиси Ули Республики Таджикистан сообщает, что на 18-й сессии Маджлиси Милли и Маджлиси Ули Республики Таджикистан 5-го созыва предусматривается рассмотрение отчета Генерального прокурора Республики Таджикистан о надзоре за точным и единообразным исполнением законов на территории Республики Таджикистан в 2018 году. Закона Республики Таджикистан о вывозе и ввозе историко-культурных ценностей, Закона Республики Таджикистан о внесении изменения и дополнения в Закон Республики Таджикистан о борьбе с коррупцией, Закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан об ответственности родителей за обучение и воспитание детей, Закона Республики Таджикистан о внесении изменения и дополнения в Закон Республики Таджикистан о государственной службе, а также ряда других законов, принятых Маджлиси Намояндагон Маджлиси Ули Республики Таджикистан. Мы продолжаем наш выпуск. Сегодня в Душанбе состоялось открытие дней ВГИКа в Таджикистане, столетия первой киношколы мира, посвященных празднованию столетия Всероссийского государственного института кинематографии имени Сергея Герасимова. ВГИК – это всемирно известное высшее учебное заведение, которое по праву является международным. О программе дней этой легендарной киношколы в Таджикистане и об интересных встречах с известными деятелями российского кинематографа расскажет Зумрат Файзиева. В Таджикистане стартовали Дни Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова в странах СНГ, посвященные столетию первой киношколы мира. Намечены различные мероприятия, в том числе выставка работ студентов и педагогов художественного факультета ВГИКа, кинопоказы, совместные занятия учащихся и концерт студентов ВГИКа и Таджикского государственного института культуры и искусства имени Турсунзаде и многие другие мероприятия. Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова подготовил целую плеяду талантливых актеров, режиссеров, операторов и других специалистов в сфере киноиндустрии для 100 стран мира, в том числе и для Таджикистана. Выпускники этой легендарной киношколы вносят огромный вклад в развитие отечественного киноискусства. А после Дней ВГИКа в Таджикистане сотрудничество с этим вузом выйдет на новый уровень. Мы приехали для того, чтобы продолжить развитие нашего сотрудничества двух вузов. Мы подпишем соглашение сегодня, чтобы был обмен студентами, был обмен педагогами, мастерами. И надеюсь, что
Кто-то захочет у нас поучиться, чтобы мы воспитали новые поколения кинематографистов, в том числе и для Таджикистана. Все возможности для этого есть. Мы рассчитываем, что когда наберется достаточное количество желающих по разным специальностям, этот подбор будет проводить Министерство культуры Таджикистана. После этого приедут наши мастера, которые уже отберут какие-то студентов для обучения в ВГИКе. Сегодня мы пообщались и с выпускниками, и уже вот посмотрели концерт. Талантливых ребят очень много. Когда я поступал, это был 2009 год, было 90-летие ВГИКа. И в это время открывали памятники Тарковскому, Шпаликову и Шукшину. Тогда выступал Михалков, и он сказал, что тот, кто заканчивает ВГИК, может все. Потом я поступил, когда уже поступил я к Владимиру Меньшову, который снял «Москва за меня верит», получил за это Оскар. Значит, я начал учиться во ВГИКе и понимать, какие знания он дает. На самом деле, самое главное – это основа. Это надо любому человеку, кто занимается кино, пройти школу. Только закончив профессиональный вуз, можно знать то, что хорошо, что плохо. Творческий процесс по созданию уникальных вещей ручной работы, которые невозможно повторить в точности, все больше пользуется популярностью у мастеров и потребителей. Ведь все изделия, сделанные искусственными мастерами, имеют эстетическую и культурную ценность. О том, как рукоделие подчеркивает индивидуальность таджикских мастериц, в сюжете наших коллег. Аксессуары ручной работы могут украсить любой образ, подчеркнуть достоинства или скрыть недостатки, рассказать окружающим о настроении или видении мира обладателя. Ручная работа всегда привлекает внимание, и, дополняя свой наряд яркой брошью из бисера, к примеру, можно быть уверенной в своей неповторимости. В нашей стране также заметен всплеск интереса к рукоделию. И самые юные мастерицы создают удивительные вещи, которые не только являются воплощением задумок автора, но и впитывают в себя окружающий мир, раскрывая все грани своей яркой и неповторимой сущности. Как-то однажды я увидела в интернете сделанные броши известными дизайнерами. И я решила, что я тоже могу такие сделать и вышить. А в основном я смотрела в интернете, смотрела мастер-классы. А другую, такую мелкую работу мне показывала мама. Остальное я додумывала сама. Все эскизы и как вышивать все это дело я придумывала сама. Вот, например, гранат. Он сделан из натурального камня, у меня их два. Я сама придумала, как его сделать, и его эскиз. Этот маг 3D, это я каждый листочек отдельно вышивала. Потом сделала так. Вот здесь еще одна 3D брошь. Это жук. Они подходят, такие брошки подходят абсолютно ко всей одежде. Вот у меня здесь бабочки. У меня есть 3 цвета стрекозы, я вышла 3 цвета: розовый, зеленый и синий. Интерес к хендмейду, творческому процессу по созданию уникальных вещей, которые невозможно повторить в точности, конечно, подтверждает тот факт, что люди, устав от однотипных промышленных предметов, стремятся приобрести авторские работы. Да и можно быть уверенными, что броши ручной работы смогут стать прекрасным подарком не только для себя, но и для своих родных. Нигора Рахимова, Дильшоди Хушвах, телевидение Таджикистан. Поисковая группа обнаружила один из 2 бортовых самописцев Boeing 737, разбившегося в Эфиопии. Германия приходит в себя после обрушившегося на нее урагана. В Бразилии свирепствует наводнение. Его жертвами стали 12 человек, в том числе 1 ребенок. Об этих и других событиях в мире более подробно в блоке зарубежных новостей. Поисковая группа обнаружила оба бортовых самописцев Boeing 737, разбившегося в Эфиопии. Поисковая операция продолжается. Идет сбор фрагментов лайнера, который полностью разрушился при столкновении с землей. Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение 10 марта в 60 километрах к востоку от Аддис-Абебы. Лайнер следовал в Найроби. На борту находились 157 человек. В катастрофе никто не выжил.
Германия приходит в себя после обрушившегося на нее урагана. В воскресенье из-за него было практически парализовано железнодорожное движение на западе страны. Сотням застрявших пассажиров предоставили поезда, где они могли переждать непогоду и переночевать. В понедельник железнодорожное сообщение частично восстановлено, но со значительными ограничениями. В Тюринге последствия урагана отрезали от внешнего мира деревушку. Единственную дорогу, ведущую к ней, завалило упавшими из-за сильного ветра деревьями. В Бразилии свирепствует наводнение. Его жертвами стали 12 человек, в том числе один ребенок. Ливни идут в стране с 10 марта. Мощные осадки привели к обрушению зданий. В некоторых муниципалитетах ввели режим чрезвычайной ситуации. Метеорологи прогнозируют, что дождь будет лить еще 2 суток. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. О развитии событий в 20:30. Будьте здоровы!